Маховик репрессий в Крыму набирает обороты. К такому выводу пришли в крымской правозащитной группе после мониторинга соблюдения прав человека на полуострове. Правозащитники отмечают, политически мотивированных уголовных преследований стало больше. Количество обысков и арестов также возросло. Подробнее Роман Спиридонов. В сентябрьский мониторинг соблюдения прав человека в Крыму попала информация о развитии уже существующих уголовных дел, таких как дело 26 февраля, дело Хизбут Тахрир или дело о так называемых украинских диверсантах. В нем и новые случаи преследования, как, например, история жителей Евпатории Сергея Васильченко, которого в конце месяца задержали полицейские. Под психологическим давлением его заставили признаться в том, что он призывал бойкотировать выборы в Крыму. Например, на момент апреля-мая этого года, 16-го, мы говорили, что приблизительно жертв политических уголовных дел около 20, то сейчас эта цифра стремительно приближается уже к 30. И это только крымские, скажем так, заложники. Есть еще и другие граждане Украины, которые находятся на территории Российской Федерации. Ну, как, например, недавно были снова подтвержден приговор Карпюку и Клыху. В сентябре не прекращались обыски у мусульман. 5 числа силовики ворвались в мечеть на улице Макроусова в Симферополе, где раньше была организация «Аль-Раид». А 14 сентября полиция под предлогом поиска наркотиков обыскала дом председателя Меджлиса Первомайского района Энвера Алядинова. В октябре силовики активизировались, арестовав 5 крымских татар, живших в пригороде Симферополя. Каждый месяц фиксируем приблизительно от 3 до 7 обысков, в основном в домах крымских татар. Причем по всяким надуманным причинам, либо там якобы украденные чуть ли там не 10 лет назад. Либо, конечно, самое популярное – это поиски запрещенной экстремистской литературы, так называемой. Например, дело Хизбут Тахрир. Если поначалу, в начале 2015 года, это были первые 4 задержанных, которые сейчас уже получили приговор в Ростове-на-Дону, так называемая Севастопольская четверка, их было 4 на начало 2015 года, то, например, уже в мае 2016 года люди, которые были лишены свободы под арестом, находились по делу Хизбут Тахрир, и стало уже 14. Недавно появилось еще 5 человек, которые были под Симферополем задержаны. То есть, таким образом, это только в одном деле уже 19 человек. То есть цифра возросла от 4 до 19. Дальше, если говорить о других делах, появилось вообще новое дело. Это дело украинских диверсантов, так называемое, где появилось уже минимум 3 людей. Правозащитники отмечают рост политически мотивированных уголовных преследований крымчан. Первое, да, это политический момент, когда Кремль хочет утвердить некие мифы, что вот наши враги, крымские татары, наши враги, украинцы. И для этого они фабрикуют уголовные дела, где просто выбивают под пытками показания, фабрикуют все доказательства. Например, какие-то тайные свидетели появляются, да, или пострадавшие, которые оказываются не пострадавшими, а просто сотрудники Беркута бывшего. То есть это одно из моментов утвердить этот миф. Второе, это, конечно, в том числе запугать население, да, чтобы люди боялись выходить с мирными протестами. Эксперты не исключают появление новых политических дел в Крыму. Они будут нужны Кремлю, в том числе и для политического торга на международном уровне. Например, пытаться договариваться об ослаблении санкций в обмен на свободу политзаключенных. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.